Благодарим партнеров проекта: сеть аптек «Классика», Челябинвестбанк, компанию IZ. Ну что, я смотрю, у нас все готово? Руслан. Тогда мы начинаем. Хайрлы Кындыслав. Салям, сизнең белән яңа очрашуларга без бик шатбыз. В эфире телевизионная версия всероссийского конкурса красоты «Таланта Татар кызы». Сегодня первый отборочный тур и первая наша встреча с участницами. Смотрите сегодня в программе «Вперед из песней». Кто самый строгий член жюри? Какое отношение будете иметь к татарской национальной культуре? Неожиданные открытия и лучшие попытки получить заветные баллы. Еласу, теплая речка Ишмурского района Кемеровской области. Через тернии к выходу в полуфинал. Участница из Сибири преодолела путь длиной в 2000 километров. Отборочный тур – один из самых важных и ответственных этапов проекта. От него будет зависеть дальнейшая судьба конкурса. Поэтому волнуются все – и участницы, и члены жюри. Девушки надеются, конечно, на себя и еще немного на удачу. Должно у меня получиться. Должно. Чтобы принять участие в татарочке, Алсу Алтынбаева добиралась пересадками 30 часов. Она живет в Кемеровской области, в городе Анжеро-Судженске. Оказывается, и там о конкурсе наслышаны. Алсу – солистка вокального коллектива «Рахимитыгыз Дуслар». Работает начальником отдела городской администрации, а еще очень любит свой родной язык. Юлия Юртеева из Чебаркульского района к своему выступлению готовилась основательно. Собиралась 2 года, и вот наконец решила, ее час пробил. Жду новых открытий, каких-то себя, каких-то скрытых возможностей. Может быть, что-то я на большее способна. И думаю, конкурс это раскроет во мне. У нас пришла такая радость. Моя недавно сестра вышла замуж. И у нее был никах. Конечно, тоже у нас по традициям это все. Никах был, и вот она еле как и дала мне этот костюм. Все, вот я в нем. Ирина Ихибаева считает, что костюм – это не главное. Надеется покорить жюри глубиной своих знаний. Минем исемим Ирина Ихибаева. Миңа 28 яш. Мин яшим Челябі шәһәрендә. Минем әним Челябі өлкәсеннән, әтием Оренбург өлкәсеннән. А вот и старые знакомые. Победительница прошлого года Залия Ахтямова и финалистка Нафиса Гареева. Неужели решили еще раз попробовать свои силы? Оказалось, нет. Приехали в качестве группы поддержки. Бу конкурс безгә конкурс кына түгел, безнең тормышыбызга әйләнде. Без Чиләбе татарлар конгрессы оештырган төрле чараларда катнашып барабыз. Кастинглар үткән вакытта без өйдә утыра алмадык. Шуның өчен бик кызыксынып килдек бүгенге кастингны карарга. Безгә дә кызык бит инде. Быел кызлар ничек әзерләнгәннәр? Минемчә, быелгы конкурс бигрәк тә тамашачыларга да кызык булыр дип уйлыйм. Чөнки быелгы конкурс Россия күләмендә. Шуның өчен тамашачылар да бик кызыксынып карарлар дип уйлыйм. А для участниц всероссийского конкурса «Татар кызы» и «Кеменунбиш» все еще впереди. Жюри в сборе, мы начинаем. Я бы пожелала победы всем. И я думаю, что победительницы вы уже сегодня, потому что вы сделали первый шаг к тому, чтобы внести свой вклад в сохранение нашей татарской культуры. Нашей любимой, родной, уникальной татарской культуры. Поэтому это, конечно, уже огромное дело. Я хочу за это вам сказать спасибо. Спасибо, что вы с нами. С первых минут они закружили жюри в ярком хороводе национальных костюмов, ритмах зажигательных танцев и проникновенных песен. Казалось, что многие из них умеют все.
Я не удивился бы, если бы после исполнения песни, после танца, после игры на инструменте вы бы еще начали, может быть, цирковые трюки показывать. Но Фиделия Молчанова ограничилась лишь рассказом о себе на родном языке. И этого оказалось достаточно. Минем ныклы гаиләм бар. Мин бәхетле хатынмын. Минем ике канатым бар. Кызым һәм улым. Намыс белән тырышып эшлимен. Халкым өчен яшим дип ышанам. Туган ягымнан ерак яшәсәм дә, халкымның тарихын, иҗадын, гореф-гадәтләрен һич кенә дә онытмыйм. Киресенчә, алар миңа яңа мәгънә алды. С каждым годом жюри оценивает уровень знания татарского языка все строже и строже. И с каждым годом участницы все больше оправдывают их ожидания. Вот и наша гостья из Сибири не только рассказала, но и доказала, как много значит для нее родной язык. С детства разговариваю на татарском, бәләкәйдән үк сөйлим татарча. Ну, андый менә ничек кызлар выступать ителә, шундый чын татарча гафу итегез, алайык сөйләмим, разговорно. Эльвина Сиражетдинова еще одним языком владеет в совершенстве. Она учитель в школе для глухонемых детей. Любимой работе отдает все силы и все свободное время. У меня очень особенные дети, очень талантливые, очень умные. И чему-то я их учу слышать звуки, говорить, воспроизводить, распределять. Они меня учат, в свою очередь, как бы хорошей жестовой речи. Какое-то слово я могу забыть, они мне тут же подсказывают. Учителя, врачи, студентки, экономисты и бухгалтеры. Они занимаются в вокальных коллективах, любят готовить и рукодельничать, а еще рыбачат и варят мыло. Я варю мыло, увлекаюсь этим очень. Мне нравится делать подарки родным и близким. И поет Эльнара Сафиуллина тоже замечательно. Видимо, современные татарочки, так же как их бабушки и прабабушки, не представляют жизни без песен. Хитом этого года стала «Олы Юнгын Тузаны». Ее исполнили сразу несколько участниц. Это удивительной красоты песня о том, как быстро и безвозвратно проходит жизнь, о том, как стремительно убегает время. И обращение к глубокому по смыслу и вечно живому народному творчеству, несомненно, обрадовало наших членов жюри. Впрочем, в этот день они не только радовались, но и спрашивали, что называется, по полной программе. Иногда их вопросы загоняли участниц в тупик. Какое отношение будете иметь к татарской национальной культуре? Организуйте в Пласте культурный центр такой татарский национальный. Будьте, возглавьте. Алина обещала, она сделает все возможное для того, чтобы в ее родном Пласте появился центр татарской культуры. В этот день они не только показали свою красоту и таланты, но и совершили невероятные открытия. Осталось лишь дождаться, какое решение вынесет наше жюри. Ух, я смотрю, наши участницы действительно талантливые. И каждая из них надеется выйти в полуфинал. Но что же скажет наше строгое жюри? А вот об этом мы узнаем ровно через неделю в новом выпуске программы «Татарочка». Исенсау булыгыз. Келесі ошошыларға теклем. Смотрите в следующей программе. Кто продолжит борьбу в полуфинале? Несомненно, подход к отбору участниц в этом году наиболее строгий. Самые невероятные экспонаты будущего музея Татар-Кызы. У меня сегодня выдался хлебный день. Все народы в гости к нам. Полуфиналистки приняли участие в чемпионате мира по тхэквондо. Смотрите нас каждый вторник в 18:20 на канале ОТВ.